В начале заседания сессии парламента депутат Алмаз Джопова попросил включить в повестку дня проект обращения к Российской Федерации о признании геноцида абхазского народа со стороны Грузии. Однако, как выяснилось, не все депутаты знакомы с документом, и вопрос был отложен. Первым вопросом народные избранники рассмотрели законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. Об основных показателях расходов и доходов бюджета рассказал министр финансов Владимир Делба. Как исполнил государственный бюджет в целом по нашей стране за предыдущий год. По доходам он исполнил на уровне 93%. Из предполагаемых доходов в 10 миллиардов рублей в бюджетную систему Республики Абхазия поступило 9,3 миллиарда рублей. Соответственно, из расходов в объеме 11 миллиардов рублей исполнено на 9,5 миллиардов рублей. Вот такие основные характеристики и параметры исполнения государственного бюджета. Ну, теперь непосредственно об отчете республиканского бюджета. Общие параметры бюджета также исполнены на уровне 93%. Здесь характеризуется исполнение бюджета в основном по позиции 6,3 с учетом отставания, это исключительно собственные доходы бюджета. Среди структуры доходов поступления финансовой помощи Российской Федерации складывается на уровне 100%. Средства поступили в прошлом году своевременно и в полном объеме. Их объем составил 4,5 миллиардов рублей. Владимир Делба подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса бюджетная система республики работала в непростом режиме, и ожидаемые поступления в доходной части бюджета увидеть не удалось. Несмотря на это, суровые опасения не оправдались. Благодаря ряду решений удалось стабилизировать ситуацию. Из тех ожидаемых потерь, которые были оценены в начале второго квартала прошлого года в объеме 2 миллиардов рублей, мы всего лишь не досчитались, как говорится, если такими простыми словами, 793 миллиона рублей. Среди основных источников поступлений в бюджетную систему более 100% были исполнены такие поступления, как от налога на прибыль, от платежей за пользование водными биологическими ресурсами, от платежей за внешнеэкономическую деятельность нашей страны. К сожалению, все остальные показатели находились на уровне от 70 до 85%. Делба также подчеркнул, что все расходы республиканского бюджета 2020 года были в основном направлены на социальную сферу. Большая часть ушла на обеспечение функционирования системы здравоохранения. Здесь объем межбюджетного трансферта в различных формах, но прежде всего в форме дотации, был обеспечен на уровне 923 миллионов рублей. Депутат Валерий Агрба высказал мнение, что отчеты должны быть более прозрачными. Рауль Лолова, в свою очередь, отметил, что министр финансов дал достаточно развернутую информацию об исполнении бюджета. И несмотря на сложный 2020 год, правительству удалось справиться с выполнением обязательств. Главное это было, конечно, работа по линии здравоохранения. Здесь работа была выполнена. Второй вопрос, который я хотел бы тоже поднять. Безусловно, расходы государства, они должны быть прозрачны. И в этом отчете я увидел, вот, допустим, даже тот же президентский фонд, он полностью, мне кажется, что раньше такого не было, и сейчас в этом году мы получили полный отчет, на что были потрачены деньги президентского фонда и не только президентского фонда. В этом отчете это есть и прописано. Это, я думаю, что хорошо, это радует. Третье, та сумма, которая сейчас у нас есть, те деньги, которые бюджет получает, ну, конечно, уже недостаточно, и вы это прекрасно понимаете. Там 9 чем-то миллиардов исполнения, вот, этого мало. И мы должны вместе подумать, каким образом наполнить бюджет. В этом году, на следующий год, безусловно, расходы растут, жизнь только усложняется у наших людей, поэтому совместно давайте продумаем, каким образом увеличить, улучшить налогооблагаемую базу. Вот это очень важно нам сделать в этом году.
Председатель депутатского комитета по бюджету Натали Смыр предложила коллегам принять исполнение бюджета в первом чтении, а также во втором и третьем окончательном после обсуждений с учетом замечаний, которые были сделаны Контрольной палатой республики. Однако после недолгих обсуждений парламентарии решили проголосовать за принятие исполнения бюджета в первом чтении в рамках нынешнего заседания. Далее был рассмотрен проект закона об исполнении бюджета фонда репатриации за 2020 год. За прошлый год из фонда было потрачено 80 миллионов рублей. По доходной части формирования, как у нас собираемость была. Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды 93,2%, что в общей сложности составляет 154 миллиона 979 тысяч. Специальные системы налогообложения 58,9%. Это 1 миллион 841 тысяча 200 рублей. Другие налоги, сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам 16,3%, что составляет 7 миллионов 340 тысяч. Это постановление также было принято в первом чтении. Далее парламентарии рассмотрели законопроекты об исполнении бюджетов за 2020 год дорожного, пенсионного, медицинского фондов, фондов соцстрахования и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Эти законопроекты также были приняты в первом чтении. Затем депутаты перешли к рассмотрению закона о сельском хозяйстве республики. Данный законопроект был подготовлен совместно с Министерством сельского хозяйства. Есть и финансовое заключение, где обозначены несколько замечаний и предложений. В любом случае, Министерство финансов предлагает провести расширенные консультации с привлечением всех заинтересованных органов государственной службы и обсудить данный законопроект. Естественно, комитет предлагает его принятие в первом чтении, чтобы парламент мог взять в работу данный законопроект, и будут проводиться расширенные заседания с привлечением всех заинтересованных сторон. Парламентарии дали согласие Кабинету министров Абхазии на предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Жемчужина Абхазия» право пользования участком лесного фонда площадью 3 гектара на территории Гагарского лесничества. Последним депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами. Чтобы принятие данного законопроекта не было привязано к принятию закона о госслужащих, в его название внесены изменения. Мы вычленили из наименования закона термин «государственные служащие» и оставили декларантами депутатов и должностных лиц из числа государственных служащих. То есть, чтобы, как были мнения, знаете, как в государственных учреждениях, чтобы до уборщицы и технических сотрудников не все заполняли декларации, а только люди, которые подпадают под определение должностного лица. Ну и еще, конечно, изменение – это вступление в силу. В предыдущий раз было это 1 мая, сейчас в данном проекте это 1 июля. В итоге закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера был принят в третьем окончательном чтении. Он вступит в силу после подписания президентом с 1 июля 2021 года. Гугуца Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.